Сохранить родной язык – одна из важнейших задач в Северной Осетии. Об этом сегодня говорили на заседании комиссии по сохранению и развитию осетинского языка при главе республики. Речь шла о деятельности Министерства образования и науки, о подготовке и переподготовке преподавателей осетинского языка для полилингвальных и поликультурных образовательных учреждений. Рабочая группа по сохранению осетинского языка, созданная Министерством образования, посетила 23 общеобразовательные и 8 дошкольных организаций, чтобы выявить, насколько эффективна полилингвальная модель поликультурного образования. Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Алан Угоев отметил, что анализ проекта «Многоязычная модель образования» имеет как плюсы, так и минусы. Анализ показал, что внедрение полилингвальной модели поликультурного образования не имеет риска снижения уровня усвоения программного учебного материала и способствует повышению качества ее усвоения, расширению кругозора и своевременного формирования мировоззрения у обучающихся. В то же время в ходе реализации полилингвальной модели поликультурного образования были выявлены недостатки. В качестве апробации модели не было тематического планирования по учебным предметам, не были разработаны и изданы наглядные пособия. Общеобразовательные организации не своевременно обеспечивались учебными материалами, что вызывало недовольство как педагогов, так и родителей, большинство которых вынуждено было приобретать учебники за свой счет. К 2014-2015 учебному году количество общеобразовательных организаций, участвующих в апробации модели, сократилось с 43 до 23. Из набранных полилингвальных классов произошел большой отток обучающихся, а количество дошкольных учреждений, участвующих в эксперименте, уменьшилось с 20 до 8. Свою негативную роль играет и настороженное отношение родителей к обучению детей в полилингвальных классах. Реализация полилингвальной модели образования была признана удовлетворительной. Члены комиссии призвали к тщательной работе над ошибками с целью усовершенствования апробируемой модели. Также в ходе совещания было принято решение рекомендовать всем дошкольным образовательным учреждениям до 1 сентября текущего года вести занятия по осетинскому языку в объеме 3 часов в неделю. Обсуждение проблематики внедрения полилингвальной модели поликультурного образования в среду общего образования в дошкольную систему вызвало большой спор. Это говорит о том, что программа интересна и в ней участвует очень много специалистов. Зачастую они имеют, можно сказать, полярное мнение. Одни категорически за, другие категорически не приемлют. Но, на наш взгляд, педагогов, специалистов, деятелей науки в области осетинской филологии, в области поликультурного образования, поддерживающих данную систему, данный проект гораздо больше. И я думаю, что первый этап реализации говорит о том, что плюсов здесь гораздо больше, чем минусов. В ходе заседания председатель Союза писателей Республики Камал Ходов предложил провести во Владикавказе круглый стол в рамках Года культуры с участием как местных писателей, так и коллег из Южной Осетии, субъектов СКФО. Опыт проведения писательского круглого стола в Северной Осетии уже есть. Подобное мероприятие с успехом прошло у нас в прошлом году с участием прозаиков и поэтов из Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии, Дагестана и других республик. Также во время заседания комиссии директор ГТРК Алании Тимур Кусов внес предложение о создании в Северной Осетии национального телерадиокинофонда. Члены комиссии единодушно поддержали его предложение. Для сохранения собранного за десятилетия архива нужен комплексный системный подход, который обеспечит создание национального телерадиокинофонда, а финансирование фонда в рамках государственной программы позволит спасти произведения путем создания их электронной копии. Тамара Валева, Заурцев, Осетия ТВ.